Каждый житель Кыргызстана имеет право на доступ к качественным медикаментам. Правительство или Минздрав закупает лекарства и медизделия согласно официально утвержденному документу – перечню жизненно важных лекарственных средств и медицинских изделий. То, как и какие лекарства и медизделия поступают в страну, напрямую зависит от слаженной работы цепи поставок. Усиление ее циклов работы – одна из основных задач действующей государственной программы с 2019 по 2030 года по развитию системы здравоохранения «Здоровый человек. Процветающая страна». Другими словами, налаживание, координирование и контроль за работой цепи поставок – это не только своевременная доставка медикаментов в медучреждения и аптеки. В конечном счете, это полная удовлетворенность пациента. Первостепенные участники в организации цепи поставок – это подразделения Минздрава, отделы финансов, закупок, планирования, госпредприятия «Кыргызфармация» и Департамент лекарственных средств и медизделий. Безусловно, слаженная работа цепи поставок зависит и от наличия медицинских складов и участия в ней медицинских учреждений. Есть 6 правил, благодаря которым в общественном здравоохранении достигается цель цепи поставок. Убежденность в том, что это нужный медтовар, что он есть в необходимом количестве, что он необходимого качества, что он доставляется в нужное место и в нужное время, что затраты оптимальны. Управление цепями поставок лекарственных средств и медизделий включает логистику, координацию и сотрудничество персонала, который должен согласовывать предложение и спрос. Логистический цикл включает в себя следующие основные процессы: выбор продукции, определение количества, закупка, стратегия управления запасами, складирование и распределение. У логистического цикла есть также функции управления, которые поддерживают рабочие компоненты. Информационная система управления логистикой ИСУЛ. Она собирает данные о запасах и спросе на лекарственные средства и медизделия, на основе которых происходит пополнение запасов товара для медицинских учреждений. Сотрудники должны быть замотивированными и компетентными. Финансирование. Оно должно быть непрерывным. Управление производительностью – это мониторинг деятельности цепи поставок, проверки, анализ и точная настройка ключевых показателей эффективности. Управление рисками – это формальный подход к определению и смягчению перебоев и проблемных ситуаций в цепи поставок в здравоохранении. В 2023 году Минздрав Кыргызстана разработал приложение «Дары-дармек». Оно легко скачивается на любой телефон и необходимо для выявления контрафактного товара. К примеру, согласно исследованию Национального статистического комитета Кыргызской Республики, за 2018 год стало известно, что большинство женщин страны выбрали бы контрацептивные средства для планирования семьи. Очевидно, что когда срок между родами составляет 2,5–3 года, организм успевает восстановиться. Это, в свою очередь, позволяет сократить показатели материнской и детской смертности. Поэтому каждая женщина в городах и регионах Кыргызстана перед покупкой лекарственного средства с помощью своего мобильного телефона и приложения «Дары-дармек» может проверить историю, закупалось ли это лекарство государством и прошло все этапы проверки на качество медикаментов или же этот товар контрафактный.